Наша героиня видела все. И довоенное счастливое детство с появлением в деревне первого трактора, за которым гурьбой бегали радостные дети, а за штурвалом был ее родной брат. И тяжелые военные годы, руки в крови после уборки льна, осенние полевые работы и застывшие ноги, прополка полей в жару, постоянное чувство голода. А еще помощь фронту. Всей деревней вязали шерстяные носки и варежки, шили кисеты. Ее зовут Шишкина Фатина Михайловна, проживает в селе Нюрдор-Котья Воложского района. Она занесена в книгу почета торфопредприятия, награждена почетными грамотами и дипломами. Также Фатине Михайловне присвоено звание «Ветеран труда». Фатина Михайловна, вы родились в 1932 году. Расскажите о своем довоенном детстве. Что военное детство было? Интересное. Какие интересные события были? Потом ничего, на лошадях все пахали, то другое. А вдруг пришел трактор, мы бегали за этим трактором, как не знаю кто. Радовались, что трактор пришел. Не пахать не будут на лошадях. А потом вдруг объявили войну. Да, 22 июня 41 года, да, началась война. 21 года. В 41 году. В 41 году ровно в 4 часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Фатина Михайловна, что помните вот прямо с самого начала войны? Что вы чувствовали? Что испытали? Как узнали? Плакали, что война началась. Забирают мужчин, молодых в армию. И нас оставили вот голых. Никого нету. А кто вам сказал о начале войны? А председатель сказал колхоза. Говорит, началась война, и вот он нам прочитал. В 4 часа, ровно в 4 часа Киев, говорит, бомбили, и нам объявили, что началась война. Мы, конечно, ревели. Брата у меня в армию взяли старшего 9-го года. А кем работал ваш брат? Брат младший работал трактористом. Вот на этом тракторе, который вы говорили. Да, он пригнал трактор, Вот говорит, расскажите. вот посмотрите, какой трактор. У нас целая бригада ребят бегала за трактором. Как интересно было. И вот брата забрали на войну. Брата забрали на войну. Он пришел раненый. А старший брат погиб. Конечно, слезы, горечь. А как вы жили в эти военные Да, годы? где вот жили вы? Жили мы в Котеве, так голод был. Суррогат ели, что попало ели. А работать нас, школьников, гоняли. Ведь в октябре картошка под снегом мы собирали голыми руками. Да, мерзлую картошку, так ведь? Вот собирали. картошку собирали голыми руками, помогали колхозу. Учительница с нами их была, Татьяна Григорьевна. И вот и ходили, собирали картошку. Под снег попала. На руки варежек нету. И вот ничего не было. Если лошади держим этих овечек, шерсть надо государству сдать. А нам ничего нету. Мы уже партийные чулки носим, да, партийные варежки. Да, трудные ведь годы очень были. Как семья ваша жила? Очень трудно было, очень трудно. Ну куда деваться? У вас только брата вот забрали, да, на войну? 2 брата. Один погиб, похоронка пришла, он с 9-го года был, а брат с 22-го пришел раненый. Ну теперь уже в Казахстане живет, так умер уже. Ну, вас много было в семье, да? Нас было 7 Детей. у мамы, детей, да. Тяжело тогда. А мама с Годы папой войны. чем занимались? А? Мама с папой чем занимались? Они на конном дворе работали, мама пришла, плачет. Говорит, самых хороших лошадей в армию берут. Лошади, говорит, плачут, и сама плачет. Ну да, тяжелые годы были, конечно, все забирали, все для Все фронта. забирали в армию, всех лошадей забрали. В военный период вы учились в школе. Расскажите об этом периоде, чем вы занимались, как учились, на чем писали. Учились мы. У нас ничего не было. Так мы сажу возьмем, разведем, это чернилы. Свекла красная, растерем
сока дожмем, это чернил. Даже не было. Бумаги не было. Ничего. А Так на вот. чем писали? А кто что найдет? Кто что найдет, какую бумажку найдет, на этом писали. А в школе у нас тоже тетради были экономные, чтобы не пачкать уже ее. И писали очень экономно, ничего не было. И где-то бы купить, нигде ничего не было. А учебники были у вас? А? Учебники были у вас? Учебники на двоих одна книга. Вот. Один утром учится, другой вечером читает. Книг тоже не было достаточно. А учителей своих вы помните? Я только помню Ивана Андреевича. А по какому предмету он учил? Он И почему учил- запомнили его? А потом Павел Парфенович по немецкому учил нас, а Иван Андреевич по арифметику преподавал. Строгие были учителя? Строгие были учителя, учили, чтобы отвечали нормально. Вот в годы войны, когда вы учились в школе, вас кормили там? А во время войны нас никто не кормил. Нечем было кормить. То есть в школе не кормили В детей? школе не кормили детей. Что-то брали с собой, наверное, да, из дома? Ничего, а что Что возьмешь? взять-то было, да? Ведь Да нечего было взять. жили-то впроголодь все равно. Проголодь жили. Придем домой, дома тоже нечего поесть. Мама говорит, ну что делать, порвем да посидим. Молоко, коровы держали, молоко было так 350 литров на государству сдать. А Себе нам починить. брат привезут. Да, тогда ведь все сдавали на фронт. Все на фронт надо было. Да. Вот Э, что отправляли, помните, да? Да, куриц держим, хоть бы одну яичко попробовать. Надо яиц было 350 штук сдать С каждой Много. семьи. государству. Да. Вот, все посылали на фронт. Ну, война есть война. Никто не жалел, все отправляли. Хоть смотрите, хоть очень тяжело было. А помогали ли дети колхозу? Вот ходили на работы колхозные? Так как же мы не помогали? Нас не, как мы отучимся, так мы ходили сначала, ведь вот сейчас удобрения ложат, а мы ходили сначала вот только раз такая под ней это овес, ячмень пололи, вытаскивали траву, а потом лен поспел, лен дергали, Да, лен руками. теребили, руки все в крови, придешь домой. Папа принесет солидол, намажет руки нам. Да. А утром обратно ходили лен рвать. Надо норму сделать, палочку поставят. Вот А вы на говорите- труднее ничего не давали. Вот из-за этого мы из колхоза уехали в Доки. Вот вы говорите, все посылали на фронт. А вот вы как помогали фронту? Вязали, что? А мы помогали председателям, нам бабы у нас, бабки хорошо пряли, они пряли, а нас молодежь, кто вот умеет вязать, вязали варежки вот этим пальчиком. Варежку вяжем, этот С палец одним пальчиком, да. пальчиком. Вы сами тоже уже умели, да, в это время? А как? Вязали? А Да, мы, мама, родители у нас, мама научила, наверное, мама да, ведь? учила меня и пряжки, я и пряла, я и вязала. И я с 12, с 10 лет начала вязать. Да, хоть Вот. было всего 10 лет. Потому что хочешь надевать чулки партийные, вяжи. А вот что вы носили на ногах? А вот партийные чулки, да носки партийные, да лапки. Кроме лаптей, еще лапки-то не давал папа у нас новые-то. А мы с сестренкой младшей глиной намазали новые лапки, Пасху надели новые лапки, чтобы глиной намазали. Да. Ну, обновка Радость, такая да, была. была. А вот смотрите, вы много работали, да, и в детстве. Но вы же все-таки были детьми. Хотелось вам играть. Ой, некогда было играть. Вот. Но вы все равно... Вечером приду, между стайкой и баней у нас вот такой прогал был. У нас там избушка была. И мы собирали всякие ляльки и вот играли. А Игрушек-то, потом наверное, вообще ведь не было, да? ничего ведь тоже? не было. Да. А Свои игры были просто у вас, да? Ведь? Да, в чем тут? Там что-то, какую-то бы игрушку найти, да, мы не видели ее.
Вот вы учились в школе. В школе, говорите, были учителя, но ведь они проводили еще какие-то мероприятия. Так елки проводили, 8 марта придет, так мы там концерт ставили, песенки пели, учили ведь нас тоже. Конечно. А помните какие-нибудь песенки с тех времен? Ведь сейчас молодежь не знает, дети наши, этих песен. А вот пели мы песенку, я как-то было уже, или в Лондоне, или в Казани, не ложились девочки спать. Они варежки к фронту вязали, чтоб на фронт их бойцу отослать. Вот даже песни были военные, Да, военная связанные. песня Да. была. Конечно. Тяжело было, но все равно в школе там мероприятия-то проходили. Проходили эту, вот Конечно, эту это дети песню. ведь. Песню нас Татьяна Григорьевна научила, эту песню. И я вот до сих пор я ее помню. В годы войны очень часто приходили письма, похоронки. Получала ли ваша семья? Мы первую получили от Серапиона с 9-го года, его похоронка. Ну, конечно, мама плачет, папа плачет, мы все собрались кучкой как. И все поревели, а куда, хоть заревися, похоронка пришла. И у него осталась дочка. Потом второго брата в армию взяли с 22-го года. Все. Пришло письмо, лежу в Сорочинске. Буду, наверное, папа, я без ног. Попали мы, говорит, на минное поле. Ну что, вот мы тоже, давай писать письмо. Я говорю, плохо, хоть и писала, в 4-м училась. Говорю, Ваня, смотри, ноги не давай обрезать. Как хотишь, ну ходи хоть с костылям, но только на ногах. Ну, он потом лежал на койке, и долго лежал он, не давал ее обрезать. Так и он приехал, у него одна нога на 4 сантиметра короче. Ну, одна только, да, ведь Да. ноги сохранили. Ноги сохранились. Приехал, привезли его, и сестры говорят папе, говорит, возьмете? Нет, у него ноги, говорит, не ходят на костылях. Папа говорит, мой сын, как я его не возьму? Он защищал родину, а я теперь его брошу. Привез домой. Иван пришел к дверям и вот так взял в песок и целует. Милая земля, мы тебя защищали. И сам заревел. Ну и другим односельчанам, наверное, тоже, да, Да, приходили все, похоронки? конечно, соседям. У нее было 3 детей, мужа убили тоже. Пришла похоронка. Иван приехал, они пришли, ревут, и мы тоже ревем. Ну, хоть живой приехал. Да. Раненые тоже в село приходили, да? Да, раненые приходили. Придут раненые, мы всем колхозом, все ребята придут, как кружат. Да. Он тех целует, других целует. Мы защищали родину, он говорит. Куда деваться? Ну, много приходило, да, раненых в село-то вот. У нас мало пришло раненых, и много было убитых. Ну вот приходили раненые, а дезертиры были у вас? А дезертиры были, нас потом школьников собрали, председатель собрал, и у нас Дуброва рядом, это лес. И пошли мы как по малину с лукошками идем. И говорит, если какого дяденьку увидите, кричите нас. Ну и они с нами были учителя и председатель, все. Ну, конечно, одного мы там, один дяденька подошел, весь такой черный, грязный, и говорит, отдай малину. А мы малину собирали, в лукошки, руки дрожат, куда тебе? Он говорит, снимай лукошко. Лукошко сняли, он схватил, побежал. А мы давай председатель говорит, Федор Егорович, иди скорее сюда. Какой-то дяденька у меня лукошко отобрал. Ну что? Конечно, боялись. Боялись, закричали. Да. И дяденька, председатель прибежал бегом. Но его задержали. Задержали его. Но тут
ограбили, или что ли, я не знаю, кто-то приехал, забрали его и увезли, этого дяденьку. Ну, что будешь делать? Больше никого там больше мы не нашли, только одного дяденьку поймали в этом в лесу. Ну, трудно, тяжело было всем годы войны. Ну, очень трудно было. Пережить это, да, пережили все это. И вот смотрите, Фатина Михайловна, вот победа, вот День Победы наступил. Вы помните этот день? Ой, как не помню. Как это было все? Расскажите вот- прямо подробно. Мы я училась в 5 классе тогда, и в Липельге. И вот объявили, что, говорит, война кончилась. Мы все вышли, наши учителя вывели на площадь, и мы это... Кто ревет, кто пляшет, Да, кто да. кричит «Ура! Ура!» Вот так вот все. Много собралось тут. Председатель совета, и ну, пожилые пришли. Кто-то в ладоши хлопает, радуется, кто-то плачет. Как не заплачешь? Конечно. У кого-то мужа убили, у кого-то сына убили, похоронки пришли. Ну как не заплачешь? Ну да, но всё Мы видим, женщины плачут, и мы тоже плачем. Ну, у меня вот брат старший погиб, старший инвалид пришел. да. Вот. А папу у меня бронь наложили, и он по колхозу ходил в кузнице. Вот, помогал то бороны направить, то селки. И женщины ходили, сеяли рожь, Все Война трудились. закончилась. трудились. Как встречали Мужчин-то вот вы? не было. И лукошку возьмут и ходят. Да. А мы что? А когда вот возвращались уже все с победой, Да. как встречали односельчане? Помните что-то? Как? Вот когда возвращались уже, да? С Как- войны С солдаты. войны, да, солдаты придут, да, конечно, Как вечер, вы встречали? вечер делают. И всем колхозам, Всем колхозам, наверное, Всей конечно. деревни, да, ведь всей всем селом деревне все. встречали. Встречали. Ой, пришел вот у нас Иван, хоть на костылях приехал. И то мы чай поставили на улице. И народу столько, чуть Да, не весь все колхоз. радовались. Все пришли, радуются, что ой, Иван пришел, гармонист пришел, он гармонь хорошо играл. Так. Ой, весело будем жить. Ванька, ты не болей, все так кричат. Иван, не болей, давай ноги лечи. А он и говорит, а я вот, видишь, 4 ноги привез. Ну и вот уехали в Докиево. Ну в Докиеве мы жили нормально. Нас сразу авансировали, хлеб. Принесла мама муку и целует, что муку принесла. Ну и потом что? А я раз вот говорю, не стала учиться там, потому что, и говорит, на ферме вот нету, говорит, телят некому кормить. А я, говорит, телят люблю, пойду на ферму. И пошли телятницы. Пошла кормить телят. Пришла, они худущие, страшные. Тут конный двор, здесь коровник и телята там. А папа и мама на конном дворе стали работать. Привезут лошадям сено и овсянку, а этим привезут ржаную солому. Ну что телята ржаную солому поедят? Конечно. Я ночью встану тихонечко, двери закрою, победу. Лошадям там оставили сено. Я охапку возьму, украду, принесу телятам. Вот, душой болели. Вот, телят принесу, по горсточке даю. А ведь они милые телята были, худущие. А как я иду, так они все просят. Ждали. Ага. А потом папа услышал, что он говорит, что-то, наверное, кто-то сено ворует. Я молчу, уж ничего не говорю. И украла, так я скорее куда-нибудь спрятала, под колоду положу, чтобы это... Так все бы то дала бы ей, не знаю сколько, так я по горсточке разделю, да с соломой перемешаю. Боялись отцу об этом рассказывать. Боюсь, ведь наругают. Да, что строго. ты, да еще папа, ты на ферме, да у отца скажут, ты воруешь. Вот. А куда деваться-то? А потом телята-то, я их причешу, все вещка обчела, я любила скотину. Так я приду, так телята меня лижут.
А сколько телят кормили? Сколько их было у вас? А как, сколько вот, конечно, не маленьких, которые, а уже подрослые телята, так всякое, вот, целый штук 5-10, вот так вот. И душу до вкладывали в 10. каждого теленка? Да, и они все были в кале. Я потом, я говорю, лошадей-то ведь чесал папа, вот у него расческа какая-то была. Я говорю, пап, дай-ка мне эту расческу, я телят чистить буду. Он и говорит, что ты выдумала? А что, говорю, смотри, они все в говне, говорят. А я всех телят-то вылизала. Они чистенькие стали, хорошие. Да, вот тогда лет 15 было, да? Да, лет А 15. потом? А что потом? Вот 15 лет было. Потом вербовщики пришли, завербовали. Кто? Никто не вербуется. А я говорю, а я пойду А куда завербовали? на торф, А, сюда, да? сюда на торф, в 49 году. Вот я сюда приехала. С 49 года мы приехали сюда, я уже замужняя была. Мы с Вашей приехали сюда, Вася на машине работал, а я на торфу, бригадиром меня поставили. Вот штабеля расставляла, вот сюда, и вот все работала вот так. Тяжелая работа была. Тяжелая работа тоже была, торфить, вон штабеля какие Да. ставили. Вот Ну, такие брикеты. По Тяжело вечерам было, ходили да? в клуб? Не было клуба, мы... А как проводили время? Время под окном, там большое, так около школы место было, так балалайка один играл, а мы ходили и плясали, и танцевали, и все тут делали. Здорово, да. Хоть и тяжело было работать, а Хоть и все-таки и веселились. И веселились. Ой, весело было тогда. Всякие игры играли. Председатель бывало соберет. Ну-ка пошли в лапту играть. Тут и мальчики, тут и девочки. И председатель бегал с нами. Вот в этом доке и так было. Ой, весело было тогда. А что бы вы пожелали нашей современной молодежи? Быть активным и работящим. А то не хотят они работать, Да. а мы с детства Да. в лаптях голодные работали. А сейчас все есть А и не сейчас хотят. ведь, да, приди в магазин, все есть. А мы ведь только поглядим, что там есть ли. Да в магазинах-то ничего не было. А ведь в баню пойдем, так только щелоком голову мыли. Даже мыла-то не было ничего. Все равно самое главное это воспитать трудолюбие в каждом. Вот, Так ведь? да. А мы ведь в садике, вот я начала работать, так зима придет. Ребята у меня на санках снег возят. А я Да. голыми ребятами, вот Да. ее сын ко мне в группу Да. ходил. Так возят снег, возят они. А я говорю, те, что делают, да, какие только мы фигуры не делали. Да, А да. потом пойдем красить. Ребята, Фаина Михайловна, вот я этой краской покрашу. Крась давай. А немцы меня всяко переименовали. У меня правильное имя Фатина, а ребята стали звать Фаина. И теперь до сих пор вся Фаина стала. Да. А сейчас была Фатина. И вот потом пошла как-то в церковь и стала батюшки спрашивать, одно ли это слово. Он говорит, это одинаково. Фаина. Фатина, он так вот сказал. Это одно и то же слово. Кроме трудолюбия, что еще можно молодежи пожелать? Работать самостоятельно, чтобы были. И не пировать, это ведь Да. спились все в доску. Правильно, да. Я все говорю, в России много водки, всю не перепьете. Да. А все равно. Такие здоровые теперь вон ходят, не Да, работают. Да. А не мы хотят. ведь, говорю, в лаптях ходили, работали, Столько голые пережили. руки. Да.